напиток. Называется он хошав. Традиционные крымские блюда сегодня готовили казанские студенты. Как отмечают, национальная кухня полуострова насыщена маслом, проста в приготовлении и сродни русской и татарской, особенно бурма. В переводе с тюркскоязычного это получается крутить, вертеть, поворачивать. То есть очень похож этот пирог на зурбалиш. Дегустаторами сегодня стали и студенты из Крыма. Ксения Островская приехала из Евпатории. Как говорит девушка, ей нравится в Казани и как здесь готовят крымские блюда. Похоже на наши родные блюда, которые готовят наши родственники, родители. Мне нравится в Казани, достаточно приятный город, приветливые люди, приятные места. Он исторический, он очень красивый, чем-то даже напоминает мне родные края. И сегодня казанские студенты презентовали туристические маршруты по достопримечательностям Крыма. Надежда Алюкина была на полуострове дважды. Она советует посетить Ялту и Симферополь. Со студенческим путеводителем все могут познакомиться на туристической интернет-платформе. Чтобы люди смогли путешествовать по Ялте или другим крымским городам, не используя, например, услуги гидов-экскурсоводов, при этом сэкономить денежные средства и время. Крым при России, он стал намного лучше. Развивается инфраструктура городов. В Казанском инновационном университете учатся несколько десятков студентов из Крыма. Они являются в какой-то степени послами доброй воли нашего региона уже у себя на родине. При этом они остаются, конечно, крымчанами, но та теплота, которую они получают здесь, идет туда. День воссоединения Крыма с Россией – праздник, который олицетворяет встречу близких родственников, объединившихся после долгой разлуки и которые не собираются расставаться. Также в университете сегодня представили книжную выставку, где все желающие смогли узнать историю и культуру Крыма. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.